Здравствуйте, мы представляем Казахстанско-американский свободный университет. И у нас сегодня комплексная система, где можно в целом использовать искусственный интеллект локально. То есть мы не используем чат GPT, мы располагаем это все на сервере локально. Итак, первый проект – это у нас для акимата Восточно-Казахстанской области, который направлен на анализ тендеров. Это AI Procure. Здесь мы видим сейчас, что здесь представлены тендеры с анализом рисков, которые осуществляет искусственный интеллект в реальном режиме времени. Давайте посмотрим, например, по ремонту автомобильных дорог. Здесь он нам указал, что риск 78%, то есть высокий риск из-за сезонности работ в зависимости от погодных условий. Также здесь на сайте акимата есть еще одна кнопочка, которая связана с мониторингом воздуха. Опять же, это делает все искусственный интеллект. В реальном режиме временно показывает, какие районы у нас сейчас загазованные, какие районы, выше спусти. Например, зеленый цвет – это хорошо, желтый цвет – это умеренные, и плохо – это красные. Вот сегодня промышленный район показывает 78, то есть это плохое качество воздуха. Предназначено, в дальнейшем планируется, что мы можем это перенести в мобильное приложение, чтобы все жители нашего города знали уже ситуацию экологическую. Либо можно пока зайти на сайт акимата, но это прототип страницы, то есть пока это видение, которое мы предлагаем. Следующий проект, он связан с коммерческими банками, именно для Форте-банка. Для Форте-банка была разработана система, антифрод-система, которая анализирует кредитные договора, риск-скоринг осуществляет. И вот здесь мы показываем пример анализа договора. Допустим, мы поменяли какие-то цифры в договоре. И вот сейчас он показывает, что данный уровень договора – это средний. То есть здесь нужно его, давайте поменяем цифры. Надо было ставку поменять. Уровень риска уже высокий. Также здесь есть голосовое распознавание мошенников. И самое главное, пополняется база мошенников. То есть автоматически, если сейчас мы приведем, какую-то фразу произнесем, которую обычно произносят мошенники, и давайте посмотрим, что нам в реальном режиме времени покажет искусственный интеллект. То есть он выявил вероятность мошенничества высокая, немедленно прервать договор. Телефон у нас будет блокироваться, и данный номер телефона сразу попадает в базу мошенников. Вот у нас уже за сегодня номера телефонов, которые пополнились базой мошенников. И следующая система – это КАФУ и Аюстас. Она предназначена для образования. Здесь мы можем генерировать различные виды образовательного контента. В данном случае, например, это может быть любой тест, который сразу через секунду, здесь времени побольше, потому что у нас интернет здесь немножко слабый. Весь этот контент сразу можно интегрировать в любую цифровую платформу. У нас в университете это платформа массовых открытых онлайн-курсов. И пока он генерирует нам, то есть дальше это все автоматически собирается в такую базу, где все данные сохраняются. Вот мы уже видим, сформировался тест. На казахском языке он сразу идет в гифт-формате, потому что многие преподаватели в возрасте, они не умеют этот гифт-формат использовать, и этот гифт-формат автоматом интегрируется на платформу. А самое главное, для чего мы ее используем у нас в университете, мы делаем цифровых аватаров. То есть я уже записала курс по международным стандартам финансовой отчетности. И вот, например, моя лекция. Здесь, к сожалению, из-за музыки мы не слышим. То есть это полностью гиперреалистик, аватар, который уже сделан с помощью искусственного интеллекта. Здесь я только его обучила, но вы видите изображение, движение рук, движение голоса, мимики. Он полностью повторяет ту фразу, которую я произношу. И у меня уже весь курс создан с помощью аватара. То есть студенты не могут отличить, я это или искусственный интеллект. И еще один контент, который также для школьников предназначен, это КАФУ и Талапкер. Давайте представим. Он у нас находится в Telegram. Он уже активно используется все лето. То есть более 1000 участников прошли через КАФУ и Талапкер. Он распознает голосовое, картинки. То есть его можно для инклюзии представлять. И, например, хочу стать учителем. Сейчас он подумает и выдаст те
образовательные специальности, которые именно связаны с учителем. Опять же, времени здесь немножко подольше, потому что интернет, если Wi-Fi, он, конечно, быстрее ответит. Ну, давайте ниже, выше прогони. Выше. Вот, например, у нас уже вопрос мы задавали. Те специальности, которые связаны с преподаванием, они вот представлены на экране. Да, это физкультура, казахский язык, литература. Ну и вот наш бот как раз тоже ответил. Это иностранный язык, 2 языка и так далее. Работает локально, никаких денег не нужно использовать. Это не чат GPT, это наша локальная система, она работает бесплатно. Ее можно постоянно обучать, и, соответственно, только потратиться на серверные мощности. Все, спасибо за внимание. На всех языках, кстати.